Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в программе 12 основных и 2 дополнительных вопроса повестки дня. Репортаж заседания парламента. Об эффективности энергетических комиссий. Рабочее совещание в Министерстве экономики. Юбилей ученого Ермолаю Аджинджел исполнилось 85 лет. Главы городов и районов республики должны представить до 10 июля в администрацию президента и Министерство культуры планы мероприятий по празднованию десятилетия международного признания Республики Абхазия и 25-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии. Об этом, в частности, шла речь на совещании, которое провел президент Рауль Хаджимба с руководителями городов и районов. Как сообщает пресс-секретарь главы государства Наала Авицба, в ходе совещания обсуждался также вопрос выдачи полисов обязательного медицинского страхования граждан России, постоянно проживающих в Абхазии. Главам городов и районов поручено усилить разъяснительную работу и оказывать необходимое содействие населению по выдаче полисов ОМС. Как сообщил министр здравоохранения Томас Сахнакия, за 1,5 месяца общее число принятых на рассмотрение и выданных полисов составило 21,5 тысячу. Министр также напомнил, что по соглашению с Россией районные пункты выдачи ОМС будут действовать до сентября текущего года. Также обсуждался вопрос оказания содействия подразделениям Пенсионного фонда России в Абхазии. Президент поручил главам городов и районов осуществлять регулярные проверки в целях пресечения незаконного получения денежных средств умерших пенсионеров. И в продолжение темы выдачи полисов ОМС процесс оформления и выдачи полисов идет по всей стране. О том, как он проходит в Гагрском районе, в интервью нашим коллегам из Гагра ТВ рассказала представитель российской страховой компании Людмила Виноградова. С 14 мая начали выдавать документы, которые подтверждали право оформления страхового медицинского полиса на территории Абхазии. И с 25 числа, с понедельника, мы уже стали выдавать полисы, которые пришли из России. На оформление одного полиса нашим специалистам достаточно 4 минут. Поэтому сказать, что у нас есть большие очереди или загруженность специалистов во время работы, это отсутствует. Поэтому мне очень хочется пригласить всех жителей района для того, чтобы вы побеспокоились о своем здоровье. Страховой медицинский полис окажется вашим спасательным кругом, который заменит необходимость вложения каких-то финансовых средств семейных в свое выздоровление, в свое здоровье и здоровье членов своей семьи. Офис, который расположен в Гагре, будет функционировать до 16 августа. После 16 августа в Абхазии останется один офис, который будет располагаться в Сухуми. Для получения страхового медицинского полиса необходимо всего 2 документа. Это загранпаспорт Российской Федерации, либо внутренний паспорт России и абхазский паспорт. И хочу показать уже бланк, который мы выдаем. Это уже полис обязательного медицинского страхования, который получают граждане Абхазии, которые обращаются в наш пункт выдачи полисов в поликлинике Гагры. В закон Республики Абхазия о налоге на добавленную стоимость внесены изменения. Кроме того, внесены поправки и в Уголовный кодекс Абхазии. Было вынесено на рассмотрение депутатов Народного собрания. Заседание сессии парламента. Репортаж Ирина Аршпа. В начале заседания 2 вопроса повестки дня, касающиеся налогообложения, были сняты с обсуждения. Принятие данных законов жизненно необходимо. В то же время у некоторых депутатов возникли вопросы в части устанавливаемых тарифов. Поэтому председатель профильного комитета Наталья Смыр предложила рассмотреть законопроекты на следующем заседании. Перед самым заседанием сессии нам, каждому из нас, были розданы замечания нашего коллеги депутата Лаши Ашуба, который внес свои предложения. В данных законопроектах, мы должны были его принимать во 2-м чтении, да, есть повышение ставок. Ну, как бы его аргумент в пользу того, что сейчас очень тяжелое финансовое положение, экономическое положение людей. Поэтому, может быть, мы еще раз, комитет соберется расширенным заседанием комитета, мы рассмотрим эти ставки, примем решение, консолидированное решение в целом и выйдем на следующую сессию.
Депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в закон о налоге на добавленную стоимость. Изменения касаются порядка подтверждения права на получение возмещения при налогообложении по налоговой ставке 0% и перечня документов, необходимых для этого, в зависимости от вида деятельности. Поправка также направлена на снижение налоговой нагрузки для налогоплательщиков при закупе материалов по строительно-монтажным работам для собственных нужд. Законопроект был принят в первом чтении. Данные изменения предусматривают, что зачет по налогу ввозного НДС в том числе будет осуществляться как за счет НДС, уплаченного на внутреннем рынке, также за счет налога на прибыль. То есть это также направлено на создание благоприятных условий налогоплательщикам по налогу на добавленную стоимость. Как известно, лица не абхазской национальности, родившиеся в Абхазии, но не находившиеся здесь с 1994 по 1999 годы, не попадают под действие закона о гражданстве Республики Абхазия. Депутаты парламента предлагают внести в данный закон поправки. Речь идет о предоставлении ветеранам Отечественной войны Абхазии, родившимся на территории нашей страны, гражданства Республики Абхазия без каких-либо условий. Депутаты также предлагают внести поправки в закон о гражданстве в отношении лиц, которые в данный период времени учились за пределами страны или были несовершеннолетними. В этом случае все же необходимо соблюдение некоторых условий, а именно наличие ценза оседлости. По мнению депутатов, данный вопрос требует тщательного обсуждения и рассмотрения. Поэтому законопроект был принят в первом чтении. Не совсем согласен с тем, чтобы закон о гражданстве очень серьезно кромсать. Здесь, кстати, я вам хочу сказать, предложение поступило от АВИРа, от Министерства внутренних дел, и они посмотрели самые основные моменты, с чем они сталкиваются, какие проблемы. Заходить глубоко и превращать закон о гражданстве в непонятное что, это делать, я считаю, что тоже нельзя. А здесь основные моменты. Люди, которые учились, люди, которые выехали по работе и так далее. Потому что эта цепочка может привести к серьезным потом дальнейшим проблемам. Также в первом чтении приняты поправки к закону об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Депутат Алхаз Джинджолия, представлявший законопроект, отметил, что он разрабатывался совместно с прокуратурой и Министерством труда. Здесь предполагается создание специальных приютов и интернатов для несовершеннолетних. Также предложено внести изменения в Уголовный кодекс страны в части, касающейся ужесточения наказания лицам, совершившим преступления сексуального характера по отношению к несовершеннолетним. Законопроект принят в первом чтении. Те случаи, которые доведены до суда, в которых выносится приговор, мы считаем недостаточно суровым. И увеличение наказания за эти преступления, мы считаем, будет отражать отношение нашего государства к преступлениям подобного рода. 5 вопросов повестки дня касались кадровых назначений. Путем тайного голосования депутаты парламента единогласно избрали на должность судьи арбитражного суда Людмилу Амичба, на должность судьи военного суда Святослава Сагария и на должность судьи Гагарского районного суда Альберта Шевхужева. Большинством голосов Эрланд Сангулия избран судьей Гулрипшского районного суда. Депутат парламента Дмитрий Ардзин попросил освободить его от должности председателя парламентского комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками. Коллеги не согласились с его решением. Еще в начале заседания сессии парламента депутат Астамур Логуа предложил внести в раздел «Разное» вопрос о создании рабочей группы по поводу обсуждения инициативы продвижения и принятия парламентом 20-й статьи Конвенции ООН в части противодействия коррупции, а депутат Гия Кварча внес предложение создать комиссию по изучению ситуации с сухумскими санаториями МВО и ПВО. В итоге в завершении заседания сессии парламента рабочая группа и комиссия созданы решением народных избранников. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В ходе рабочей поездки в Москву премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия встретился с послом Сирии в России Риадом Хаддадом. Встреча прошла в посольстве Абхазии в России. Геннадий Гагулия и Риад Хаддад скоординировали дальнейшие шаги по установлению двусторонних отношений после признания Сирии независимости Абхазии. В ходе встречи также обсуждались гуманитарная помощь Абхазии и Сирии, контакты на уровне министерств и подписание межгосударственных и межведомственных соглашений. Хаддад заверил абхазскую сторону, что руководство Сирии намерено развивать взаимоотношения с Абхазией.
Промежуточные итоги и эффективность работы районных энергокомиссий обсудили в рамках рабочего совещания в Министерстве экономики Республики. Уже в августе текущего года будут опубликованы списки должников за потребленную электроэнергию, как работали комиссии, в каких районах самая низкая собираемость и какова общая сумма задолженности, расскажет Нисфа Аршба. Постановление о создании энергетических комиссий правительство приняло еще в начале текущего года. С этого момента специалисты изучали ситуацию в каждом районе страны и в столице и искали пути выхода из сложившейся ситуации. А она достаточно критическая, говорит министр экономики. Наша энергосистема, в том числе и генерирующие мощности, которые частично находятся на нашей территории, они представляют очень большой стратегический интерес. И если мы с вами здесь, в Абхазии, не будем рационально относиться к этой системе, может получиться так, что мы ее полностью вообще потеряем. Главная цель работы комиссии – оказать содействие предприятию «Черноморэнерго», которое оказалось в сложнейшей ситуации, в том числе и из-за больших задолженностей как населения, так и предприятий страны. Вы все прекрасно знаете, что если будет дефицит электроэнергии, если будут проблемы с энергетикой у вас на местах, то никакого регионального развития не будет. Общая задолженность за потребленную электроэнергию на 1 января 2018 года составила порядка 300 миллионов. Общая собираемость варьирует в пределах 40 с небольшим процентов. В одиночку решить эту проблему Черноморэнерго не в состоянии. Более того, государственное энергетическое предприятие и не должно заниматься взиманием долгов, считает Аслан Басария. Традиционно, как несло ответственность предприятия «Черноморэнерго» по всем тем задачам и обязательствам, которые перед ним есть, так и несет фактически в одиночку. Конечно, есть районы, где действительно откликнулись и очень активно включились в эту работу. Я могу обозначить в этом отношении город Сухум, Гальский район, Тхварчальский район, Гульрипский район. И если в динамике смотреть, вот, предположим, в Тхварчальском районе было 5 комиссий районных собрано, да, и проведено. В Ачамчирском районе 10, все остальное по убывающей. В Гагальском районе, к сожалению, вообще 0. Как оказалось, государство направляет порядка 700 миллионов на отрасль, но этих денег недостаточно. По словам главы Черноморэнерго, стабилизировать ситуацию можно только при 100% собираемости и рациональном использовании электроэнергии. Но постановление правительства, призванное помочь отрасли, не исполняется, говорит Аслан Басария. Не исполняется на местах теми структурами, которые обозначены в этом постановлении. Поэтому на сегодняшний день, я думаю, что от Гура Мирановича это очередная совместная попытка для того, чтобы активизировать эту работу и все-таки решать эти вопросы сообща. Что касается собираемости, то с началом работы комиссии ситуация немного улучшилась. Но не везде. По-прежнему есть села, которые не платят ни копейки. И их немало. Огромное количество объектов, таких как, опять же говорю про государственные объекты, объекты образовательных учреждений, объекты государственных различных структур. И днем, и ночью они не просто там какие-то у них комнаты или кабинеты горят, а весь объект освещается. В том числе в тот период времени, когда это никому не нужно. Прошу всех на всей территории Абхазии следить за этими задачами и вопросами. Ведь в том числе из-за этого наш конечный потребитель получает электроэнергию в разы более низкого качества, чем это качество должно быть. Статистика показывает, лучше всех платят жители Галского района. На втором месте Сухумский район. В Ачамчирском собираемость на уровне 17%. Динамика есть, но она неустойчивая. По информации руководителя Черноморэнерго, жители Тхварчалского района лучше платят за свет, чем, к примеру, Гудаутского. Есть большая задолженность со стороны госпредприятий. Адгур Ардзинба дал указание эти объекты отключать. Вот такая вот просьба, и прямо отключайте. Не надо никого просить и так далее. Я не верю, что вот такой тариф маленький невозможно заплатить.
В ходе совещания были заслушаны доклады представителей администрации районов. Все они констатировали, лучше всех платят пенсионерам. Также они говорили о проблемных зонах, о низком напряжении в сети. Например, в Ачамчирском районе вместо положенных 220 в сети бывает всего 130 вольт. И зачастую люди отказываются платить за потребленную электроэнергию, используя этот факт как отговорку. Исправить ситуацию, которая складывалась годами, всего за пару месяцев, очень сложно, отмечали участники совещания. Но продолжать работу необходимо, так как она в итоге может дать хорошие результаты. Цель нашего совещания, цель постановления правительства и цель тех поручений, которые даются, это, по сути, сделать так, чтобы со всех сторон, грубо говоря, навалиться на проблему, ее решать все вместе. Здесь есть Министерство экономики, органы уполномоченные там, в сфере энергетики сегодня есть. Энергоснабжающая организация, есть комиссии на местах, то есть много чего, и по сути все должны, если при эффективном взаимодействии, давать результат лучше, чем если бы этого всего бы не было. Результатом сегодняшней встречи стало поручение министра экономики подготовить для опубликования списки всех должников. На устранение задолженности перед Черноморэнерго гражданам и руководителям предприятий будет дан весь июль. И уже с 1 августа текущего года списки тех, кто не закрыл задолженность по электроэнергии, будут вывешены на всеобщее обозрение. Отдельным пунктом Адгурардинба поручил подготовить списки должников из числа чиновников. Низ Фаршба, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Представители Министерства экономики Абхазии и Государственного инвестиционного агентства республики обсудили с руководителем российского фонда НЭМ Климом Геран перспективы использования платформы НЭМ New Economy Movement или новое экономическое движение. На встрече рассмотрели ряд направлений взаимодействия сторон, такие как возможность использования платформы НЭМ в целях информационной поддержки благотворительных организаций Абхазии, возможность применения платформы НЭМ в сфере земельного кадастра и другие. Представитель НЭМ выразил готовность развивать взаимодействие по внедрению современных технологий в Республике Абхазия. В Абхазском институте гуманитарных исследований имени Гулия Академии наук Абхазии состоялась научно-практическая конференция, посвященная 85-летию со дня рождения известного абхазского ученого, ветерана национально-освободительной борьбы абхазского народа, кавалера ордена Ахтапша III степени Ермолая Аджинджа. В конференции приняли участие родные, друзья и коллеги ученого. Видный абхазский историк, один из старейших активистов абхазского национально-освободительного движения Ермолай Аджинджел всю свою жизнь посвятил защите интересов своего народа и отстаиванию его прав. На конференции друзья и коллеги ученого отмечали, что в биографии юбиляра значительное место занимает Абхазский государственный музей. Во время своей работы в музее Ермолай Аджинджел неоднократно получал приглашение на участие в работе миллионов симпозиумов и конгрессов из Италии, Англии, Франции, Швейцарии, Индии и так далее. Его статья о культе металла Абхазии была опубликована в Италии в виде тезисов на итальянском, французском и английском языках. У Ермолая Аджинджел всегда четкая гражданская позиция, что не может не вызывать уважения, отмечали выступающие. Начиная с 60-х годов прошлого столетия, Ермолай Аджинджел являлся одним из активных участников национально-освободительного движения. Был участником подготовки ряда важных политических документов, адресованных в советский период высшему руководству страны. Подвергался преследованиям за свои политические убеждения и активную правозащитную деятельность. Ермолай Аджинджел – автор множества научных публикаций и статей, посвященных музею ведению и источниковедению. Ермолай Кесыгович Аджинджел и как ученый, и как гражданин, правда, очень многое сделал. Он всегда выступает за абхазское государство, за абхазский язык, за абхазскую историю. Благодаря Ермолаю Аджинджелу собраны уникальные материалы в Абхазском госмузее. Мы ставим перед собой задачу издать все его труды, и думаю, что он еще напишет свои идеи. За большой вклад в развитие науки Абхазии Ермолай Аджинджел удостоился звания почетного доктора Академии наук Абхазии. Саид Джарсалия, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Председатель Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту Баграт Хутаба в рамках рабочего визита в Сирийскую Арабскую Республику встретился с министром спорта, президентом Олимпийского комитета Сирии Муафаком Джума. Об этом сообщает Госкомспорт Абхазии. В ходе встречи стороны обсудили абхазо-сирийское сотрудничество в области спорта.
Во всех районах Абхазии прошли выпускные вечера. На 28 июня по традиции в Сухуме состоялся республиканский бал. Позади веселые, незабываемые школьные годы, парад детства, впереди дорога во взрослую жизнь. В этом году выпускниками 156 школ республики стали 1889 человек. Из них двое окончили школу с золотой медалью на отлично, 58 выпускников. Вечерние платья самых разных цветов и фасонов пестрели в Сухуме, разбавляя окружающую зелень и голубизну моря. Гамма нарядов, а также улыбки, радости, грусть, ожидания, уверенный взгляд в будущее – все это неотъемлемая часть юности, полной светлых ожиданий. Выпускники начали праздничный бал с возложения цветов в парке боевой славы. Далее праздник продолжился на набережной Махаджиров. Сегодня вот последний день, когда мы вместе. Мы надеемся, что прекрасно проведем сегодняшний вечер. Я хочу, конечно же, сказать огромное спасибо нашим всем учителям, дирекции всей школы за все 11 лет, за все наши знания. И они очень нам помогут в будущем. Я собираюсь поступить на юрфак в России. Собираюсь уехать, но надеюсь, когда закончу учебу, вернусь, конечно же, в Абхазию, любимую. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии сохранится малооблачная жаркая погода. Температура воздуха ночью 20-25, днем 28-33 градуса. Температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.